Джунковец, оцените, пожалуйста, значимость договора, который был подписан вчера. Договор действительно достаточно значимое действие, которое было совершено между сторонами российской и абхазской. Договор – это продолжение того базового, который был еще в 2008 году. Договор определяет в свете тех процессов, которые происходят в мире, новые отношения, в части касающиеся вопросов безопасности, пограничных вопросов и той ситуации, которая интересна для нас в первую очередь. Это вопросы, связанные с социально-экономическим развитием Абхазии. С акцентом в большей степени на сегодняшний день в части, касающейся экономического становления Абхазии. Вот вчера прошли акции, митинги несколько, что-то в поддержку, что-то было против. Скажите, пожалуйста, вот как бы ваше отношение вот к таким вещам, которые происходили вчера и сейчас имеют место быть? Я думаю, что все это наносное. Со временем и многие из тех, кто сегодня находится на других позициях, поймут необходимость такого договора. Этот договор никак не минимизирует наш суверенитет. Вчерашняя ситуация и пребывание всей абхазской делегации еще раз показала готовность Российской Федерации, готовность руководства России оказывать нам посильную помощь в нашем становлении. Россия готова способствовать развитию нашего суверенитета, оказывать нам помощь в становлении нашего государства в плане экономического укрепления. Вопросы, связанные с обороноспособностью. Будет ли договор, который был подписан вчера, способствовать продвижению Абхазии на мировой арене, продвижению ее признания? В самом договоре красной нитью проходит эта тема. И Россия берет на себя обязательства по нашему дальнейшему признанию другими государствами. И в разговоре отдельно с главой государства это обговаривалось. Те возможности, которые есть и которые должны быть запущены, будут реализовываться. Но и мы, в свою очередь, должны активизировать свою работу для того, чтобы нас слышали, нас видели бы. И этот процесс обоюдный, это движение в направлении друг к другу. И тогда результат будет реальным и для нас полезным. Интернет, все средства массовой информации мира пестрят сообщениями о том, что этот договор признаваться международным сообществом не будет. Ну, Западом, я имею в виду, в частности. Вот прокомментируйте как-то вот это вот явление, скажем так. Ну, я думаю, что нам давно пора привыкнуть к таким процессам. В преддверии подписания договора 2008 года и признания нашего государства со стороны России звучали те же самые голоса. Вчера в той же Грузии, в Тбилиси проходили митинги. У абхазской стороны от этого голова болеть не должна. Мы независимое государство. Грузинская сторона как раз таки в большей степени старается сделать все для того, чтобы нас привязать к себе. Говорит о территориальной целостности. Она боится как раз таки нашей самостоятельной, уверенной поступи. И поэтому, вопреки их желаниям, Абхазия будет независимым государством. Да, нам помогает Россия, это будет иметь место, но это не бесконечная помощь. Мы сами должны создать все возможности для того, чтобы наше государство состоялось. Спасибо. Вчера на встрече с Путиным был момент, когда вы обсуждали один на один какие-то вот вещи без присутствия журналистов. Могли бы какую-то информацию сегодня озвучить? О чем вы там говорили? Я думаю, здесь секретов нет. Спектр вопросов был достаточно широкий, начиная от образовательной тематики и кончая вопросами нашей безопасности, в череде которых вот как раз-таки были и вопросы, связанные с проблемой оказания нам помощи, что социальная, вот именно определяющая, которая была все эти годы, должна уйти в меньшей степени в этих суммах, которые нам сегодня дают. Больший акцент сделан был именно на экономическое развитие, на оказание нам помощи именно, чтобы Абхазия стала развиваться как государство, у которой будет больше возможностей с помощью той же России, используя эту помощь,
вопросы, касающиеся спорта, вопросы, касающиеся границы, вопросы, касающиеся всех аспектов, которые важны для Абхазии. Той же железной дороги, ситуации, связанные с проблемами инвестиций. Все те аспекты, которые важны для того, чтобы государство состоялось. Были ли какие-то первоочередные моменты намечены вот сейчас уже конкретно в обозримом будущем? В свете подписанного договора нам надо дальше продолжать развивать отношения в части, касающейся тех или иных направлений. Здесь большой фронт работы, куда будут привлечены все наши силы, средства, парламент, министерства и ведомства, которые должны сегодня уже включиться в этот процесс. Если говорить о сегодняшнем заседании межправительственной комиссии, это 9-я комиссия, скажите, пожалуйста, каковы ее итоги, чем завершилась встреча? Данное заседание было посвящено тем вопросам, которые важны, еще раз хочу заметить, для нас, как оказание реальной финансовой помощи, направленной на то, чтобы Абхазия потихоньку начала поднимать бы свой уровень экономических возможностей. Мы еще раз акцентировали, мы еще раз обращались к российской стороне с необходимостью переориентации этой финансовой помощи на развитие экономики Абхазии. Нас услышали. К следующему заседанию межправкомиссии будут представлены абхазской стороной соответствующие пункты, которые нас интересуют, нам будут способствовать в развитии нашей экономики. И те уже заложенные мероприятия, которые являются переходящими в части, касающейся системы водоснабжения, канализационных вопросов, это главная наша проблема, которая сегодня реально существует в Абхазии. И мы ее должны продолжить, мы эти работы будем более четко и оперативно проводить в жизнь. Нужны качественные контрольные функции наших структур для того, чтобы и здесь к нам не было бы вопросов в свете расходования денег, которые получаем мы от Российской Федерации. А была речь об энергетике, развитии энергетики? Да, и здесь как раз таки заложены определенные суммы для того, чтобы начать соответствующие работы в части улучшения качества энергоснабжения нашего государства. Но с учетом того, что есть определенные предложения и Русгидро на предмет восстановления перепадных станций и дальнейших работ по нашим линиям, мы прорабатываем эти вопросы, и наиболее приемлемый для нас вариант будет принят абхазской стороной и российской стороной. Шла ли речь о железной дороге, которая будет соединять такой проект Армению и Россию? Скажите, пожалуйста, было такое предложение, насколько мы слышали? Вчера в своем выступлении как раз таки президент Российской Федерации Владимир Владимирович говорил о том, что именно эта дорога в разговоре как раз таки с абхазской стороной представляет интерес не только для России, Армении, но он и представляет интерес, этот проект, и для абхазской стороны. Мы не должны забывать, что события, которые происходили в период перед войной, далеко отличаются от тех процессов, которые сегодня происходят. Тогда мы были частью большого государства, и те процессы, которые тогда имели место, к сожалению, мы знаем, что послужило поводом для введения войск Грузии на нашу территорию. Но мы сегодня государство. Мы должны уметь защищать свои интересы. И транзит с железной дороги нам позволит совершенно по-другому получать финансовые возможности для нашего бюджета, далеко отличающиеся от сегодняшних наших возможностей. Не сомневаюсь, что это будет полезно. Наши интересы должны быть качественно заложены в эти проекты. Железная дорога – это наша собственность. Это было вчера еще раз отмечено на встрече с российской стороной. И никаких претензий, никаких требований российской стороны по отношению к нашей железной дороге быть не может. И не ставится так вопрос, как некоторыми это освещается. Скажите, в заседании межправкомиссии не всегда участвует глава государства. Вы решили, что примете в этом участие. Скажите, пожалуйста, в чем была причина? Во-первых, для меня это новое действие,
после тех выборов, которые были, и с избранием меня как в качестве президента, это первое заседание межправкомиссии, и я посчитал необходимым и нужным присутствовать, потому что те вопросы, которые вчера обсуждались с президентом Российской Федерации, где было четко сказано о том, что нам нужно эти планы переориентировать на развитие нашей экономики, то есть на реальный сектор экономики, это дало возможности и мне присутствовать на этой рабочей группе. Вы вернулись в Абхазию с каким настроением, с какими ощущениями? С еще большим желанием активизировать свою работу, нацеленную на то, чтобы те средства и те возможности, которые у нас есть, не разворовывались бы, чтобы они шли на пользу нашей страны и нашего народа. Мы это сделаем. Вы как президент гарантируете, что теперь эти средства будут идти по назначению? Я как гарант Конституции, как президент этой страны, должен гарантировать. И мы все сделаем для того, чтобы эти деньги дошли до людей, наших людей, которые готовы, как говорится, получать эти возможности. И эти возможности будут более качественны.